Ну, для начала, наверное, нужно заметить, что в некоторых российских СМИ информация о законопроекте подана несколько однобоко. Я бы даже сказал, манипулятивно. Например, заголовки некоторых изданий говорят, что в Казахстане избавляются от наружного применения русского языка. Звучит так, словно мы принимаем закон, запрещающий русский язык в наружной рекламе. Самое обидное, что многие люди дальше этого некорректного заголовка новость не читают, а формируют по одному заголовку, некорректному еще раз, свое мнение. На самом деле никто не отменяет русский язык. Мы лишь делаем обязательным использование казахского языка. Никакой проблемы нет, если вывеска будет на 2 или 3 языках. Вы знаете, почему наши депутаты озадачились этой проблемой вообще? Да потому что сегодня в наружной рекламе, в вывесках, меню даже ресторанов казахский язык либо не используется, либо используется некорректно. Допускаются ошибки. У нас интернет заполнен мемами, в которых высмеивается прямой калькированный перевод названий или слоганов на казахский язык. В результате получается полная бессмыслица. Поэтому в законопроекте прописаны требования по соблюдению аутентичного перевода и норм орфографии. Или еще один аспект. Это корректное, исторически обусловленное написание названий населенных пунктов. Условный пример. Ольгу ауылы не будет на русском обозначаться как село примерное. Или что-то, или еще что хуже, там не будет писаться как село Ульга. А сохранит название Ольгы. А поселок Новоалексеевка на казахском будет Новоалексеевка аула, а не Жана Алексеевка аула. Это привнесение порядка в топономику и нормы языка. Сегодня у русского языка в наружном применении нет никаких проблем. А у казахского, к сожалению, есть. И мы должны исправить ситуацию. И будем делать это за счет более качественного контроля использования госязыка. Поэтому речи о какой-либо дерусификации не идет. Мы лишь боремся за качественное и корректное применение государственного языка, об уважительном отношении к нему. Вот и все.